Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на телеуроке по русскому языку. Меня зовут Киезбаева Эльвира Капаровна. Тема урока – сложно подчиненные предложения. Сегодня на уроке вы узнаете все о сложно подчиненных предложениях, научитесь определять их и узнаете о всемирных играх кочевников. Ребята, на прошлом занятии вы познакомились с картинами кыргызского художника Акынбекова Мылса Токтосуновича, мастера композиционной жанровой картины. Посмотрите на произведение «Триптих Кыскумай», что в переводе означает «Догони девушку», выставленную в дирекции выставок и панорам в Москве. Триптих – это произведение искусства, состоящее из 3 частей, объединенных общей идеей. Ребята, какие ассоциации вызывают у вас эти картины? Лошадь, быстрые кони, всадник, всадница, всадники, смелая девушка, джигит, храбрость, сила, воля, ловкость, смелость, быстрее ветра. Поработаем с опорными словами. Лошадь, лошади, конь, кони, конная игра, скакун, скакуны. Скакать на лошади, участники скачут. Прочитайте текст и обратите внимание на выделенные союзы и союзные слова в предложениях. Лошадь – самое распространенное домашнее животное у бывших кочевых народов мира, потому что хороший скакун испокон веков считался самым ценным и преданным другом и помощником. У всех кочевников конь пользовался большой любовью и до сих пор является олицетворением скорости, воплощением природной грации и красоты. В старинной игре «Кыскумай», в переводе «Догони девушку», участвуют смелые девушки, которые держатся в седле не хуже джигитов. Кыскумай – распространенная в Средней Азии конная игра, хотя в прошлом игра Кыскумай была частью свадебного обряда. Игра начинается с того, что всадник и его спутница выезжают на скаковую дорожку. Девушка становится на 12-15 метров впереди. По сигналу судьи начинается скачка. После того, как она проскочит около 400 метров, стартует всадник. Если всаднику удается догнать девушку, он получает право обнять и поцеловать ее на скаку или снять с ее руки шарф или платок. Однако нелегкая эта задача – догнать девушку, которая мчится как ветер. В обратную сторону участники скачут в другом порядке. Теперь девушка догоняет всадника, и если ей это удастся, то она вправе бить его плетью. Сейчас Кыскумай – традиционная фольклорная игра. Без нее не обходится ни одно торжество, ни один праздник, потому что она настолько эмоциональная и увлекательная. Ребята, выделенные союзы и союзные слова «потому что», «до сих пор», «хотя», «чтобы», «если», «то» используются в сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненное предложение состоит из неравноправных частей, где одна часть зависит от другой. Независимая часть называется главной, а зависимая – придаточной. Главное и придаточное предложения соединяются при помощи союзов или союзных слов. Рассмотрим виды придаточных предложений. Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным отвечает на вопросы косвенных падежей и присоединяется к главному предложению с помощью изъяснительных слов: что, будто, чтобы, кто. Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным отвечает на вопросы «какой», «какая», «какие»
и присоединяются к главному с помощью союзных слов «который», «какой», «чей», «где», «куда», «когда». Сложно подчиненное предложение с придаточными обстоятельственными, которые отвечают на вопросы, характерные для обстоятельств. Сложно подчиненное предложение с придаточными обстоятельственными состоят из нескольких типов. Посмотрите на таблицу. Сложно подчиненные предложения с придаточными обстоятельственными со значением «место» имеют союзы «где», «куда», «откуда», «там». Со значением «времени» – «когда», «с тех пор», «пока», «тогда». Со значением условия – «если», «то», «если бы», «когда бы». Со значением причины – «потому что», «от того что», «так как», «ибо». Со значением цели – «чтобы», «для того чтобы». Со значением следствия – «так что». Образа действия – «как», «будто», «точно». Уступки – «хотя», «несмотря на», «пусть». Со значением сравнения – «как», «чем», «словно», «как будто». И со значением меры и степени – «что», «как», «сколько», «насколько». Ребята, рассмотрим правила определения придаточного предложения. Найти грамматические основы, определить главное и придаточное предложение, поставить вопрос от главного предложения к придаточному, найти союз или союзное слово в придаточном предложении. По вопросу и союзу определить вид придаточного предложения. Ребята, давайте определим вид придаточных предложений из текста «Кыскумай», который мы только что с вами читали. Лошадь – самое распространенное домашнее животное у бывших кочевых народов мира, потому что хороший скакун испокон веков считался самым ценным и преданным другом и помощником. Это сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным со значением причины, с союзом «потому что». В старинной игре «Кыскумай» в переводе «Догони девушку» участвуют смелые девушки, которые держатся в седле не хуже джигитов. Это сложно подчиненное предложение с придаточным определительным и отвечает на вопросы «какие?». Кыскумай – распространенная в Средней Азии конная игра, хотя в прошлом игра Кыскумай была частью свадебного обряда. Это сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным со значением уступки. Игра начинается с того, что всадник и его спутница выезжают на скаковую дорожку. Это сложно подчиненное предложение с изъяснительным. Однако нелегкая эта задача – догнать девушку, которая мчится как ветер. Это сложно подчиненное предложение с придаточным определительным и отвечает на вопрос «какую?», которая мчится как ветер. Теперь девушка догоняет всадника, и если ей это удастся, то она вправе бить его плетью. Сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным со значением условия. Сейчас Кыскумай – традиционная фольклорная игра. Без нее не обходится ни одно торжество, ни один праздник, потому что она настолько эмоциональная и увлекательная. Это сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным со значением причины. Ребята, предлагаю вашему вниманию видеофрагмент. Из глубины веков
Со страниц древней летописи на тебя смотрят те, кто быстрее ветра, кто прочнее камня, сильнее горной реки и хитрее ловкого зверя. Наступает время вспомнить, кто такие кочевники. Кочевник. Ребята, какие можно слова и словосочетания подобрать к данному слову? Представитель народа, кочевой образ жизни, игры кочевников, национальные игры. Как и у каждого народа, у кыргызов есть множество национальных игр, одной из особенностей которых является проверка на силу и выносливость. Нынешнее поколение не только бережно хранит национальные игры, но и устраивает международные соревнования. Ярким примером являются национальные игры Кыргызстана. Прочитайте следующие предложения и обратите внимание на союзы и союзные слова. Определите вид придаточных предложений. Национальные игры и конные виды спорта занимают особое место в культурной жизни Кыргызстана, потому что они захватывают дух и внимание каждого зрителя и участника. Если раньше конные игры проводились во время важных событий, то сегодня люди седлают лошадей на любой праздник – Норус, День независимости или Той. Местом для состязаний может стать и стадион, и большая долина в горах. Найдем грамматическую основу и определим вид придаточного предложения. Национальные игры и конные виды спорта занимают особое место в культурной жизни Кыргызстана, потому что они захватывают дух и внимание каждого зрителя и участника. Грамматическая основа первого предложения. Игры, виды спорта, подлежащие. Занимают, сказуемое. И основа второго предложения. Они, подлежащие, захватывают, сказуемое. Два предложения связаны подчинительным союзом «потому что». Это сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным, со значением причины. Рассмотрим следующее предложение. Если раньше конные игры проводились во время важных событий, то сегодня люди седлают лошадей на любой праздник – Норус, День независимости или Той. Найдем грамматическую основу. Подлежащие игры, сказуемое, проводились. Люди, подлежащие, седлают, сказуемое. Оба предложения связаны союзами «если», «то». Это сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным со значением условия. Ребята, посмотрите на экран и попробуйте определить, какая национальная игра изображена на фотографии. Охота с беркутом. Прочитаем текст и разберем предложение. В древнем эпосе народы сравнивали коня с птицей. Конь кыргызского легендарного баатыра Манаса, Аккула, был огромен и могуч. Он даже переносил своего хозяина на далекие расстояния, не касаясь земли. Издревле хорошо обученный беркут и быстрая лошадь имели одинаковую стоимость и придавали их владельцу авторитет. Охота с беркутом у кочевых народов – символ ловкости и смелости, ибо беркут – птица очень выносливая и может часами парить в воздухе. Охота с птицами все еще популярна в Кыргызстане. Она проходит на специально подготовленной лошади, потому что охотник ездит верхом, держа беркута на руке. Обычно охотятся на лис, мелких животных.
Во время охоты беркут молниеносно бросается вниз, чтобы схватить добычу мощными когтями. Сезон охоты с беркутами начинается с первыми морозами и продолжается с ноября до февраля. Охота с ловчими птицами демонстрирует приемы охоты салбуурун, которая включает охотничьи игры с собаками и стрельбу из традиционного лука. Благодаря Алмазу Акунову салбуурун из традиционной охоты перерос в спорт. Салбуурун – один из самых зрелищных и красивейших видов спорта, который стал брендом нашей страны. Ребята, рассмотрим сложно подчиненные предложения с придаточными. Охота с беркутом у кочевых народов – символ ловкости и смелости, ибо беркут – птица очень выносливая и может часами парить в воздухе. Она проходит на специально подготовленной лошади, потому что охотник ездит верхом, держа беркута на руке. Оба предложения сложно подчиненные с придаточными обстоятельственными со значением причины. Во время охоты беркут молниеносно бросается вниз, чтобы схватить добычу мощными когтями. Сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным со значением цели. Охота с ловчими птицами демонстрирует приемы охоты салбуурун, которая включает охотничьи игры с собаками и стрельбу из традиционного лука. Салбуурун – один из самых зрелищных и красивейших видов спорта, который стал брендом нашей страны. Это сложно подчиненные предложения с придаточным определительным. Ребята, посмотрите на экран и попробуйте определить, какая национальная игра изображена на фотографии. Правильно, это игра Gökbörü. Об этой игре сложено немало легенд. В переводе на русский игра Gökbörü обозначает «серый волк». По одной из легенд, состязания Gökbörü возникли в далекие времена, когда в безлюдных степях и горах животные паслись под открытым небом. Очень часто на стада нападали волки, и чтобы защитить домашний скот, мужественные джигиты на резвых и выносливых конях преследовали хищников. Так и появилась игра Gökbörü, которая стала национальным видом конной игры. В качестве предмета состязания стали использовать тушу козла или овцы. Но есть и другая версия. Как-то один чабан на джалё увидел, как молодые волчата, играя, отбирали друг у друга тушу козленка. Так что, возможно, первыми игроками в Gökbörü были сами волки. Gökbörü – недешевый спорт, потому что цена хорошей лошади колеблется от 3000 до 150 тысяч долларов США. Это игра, которая требует иметь специальных скакунов и хороших спортсменов. Об этой игре существует немало легенд, которые отражают дух кыргызского народа. Это сложно подчиненное предложение с придаточным определительным. По одной из легенд, состязания Gökbörü возникли в далекие времена, когда в безлюдных степях и горах животные паслись под открытым небом. Это сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным со значением времени. Очень часто на стада нападали волки, и чтобы защитить домашний скот, мужественные джигиты на резвых и выносливых конях преследовали хищников. Это сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным со значением цели. Так и появилась игра Gökbörü, которая стала национальным видом конной игры. В качестве предмета состязания стали использовать тушу козла или овцы. Это сложно подчиненное предложение с придаточным определительным. Как-то один чабан на джалё увидел, как молодые волчата, играя, отбирали друг у друга тушу козленка.
Это сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным со значением образа действия. Гөкбөрү – недешевый спорт, потому что цена хорошей лошади колеблется от 3000 до 150 тысяч долларов США. Это сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным со значением причины. Это игра, которая требует иметь специальных скакунов и хороших спортсменов. Это сложно подчиненное предложение с придаточным определительным. Ребята, посмотрите на экран и попробуйте определить, какая национальная игра изображена на фотографии. Ребята, эта игра называется Тыын Эльмей, что значит доставание монеты с земли на скаку. Обратите внимание на толкование слова «джигитовка». Слово «джигитовка» произошло от тюркского «джигит» – лихой, храбрый, опытный всадник. Это скачка на лошади, во время которой наездник выполняет гимнастические и акробатические трюки. Военно-прикладной вид конного спорта. Тыын Эльмей. Этот вид национальных игр является разновидностью джигитовки, в которой всадник на скаку должен поднимать с земли мелкие предметы, обычно монеты. По условиям игры на дистанции 100 метров по прямой раскладывают монеты в ямку, глубина которой зависит от ценности приза. Чем ценнее приз, тем глубже ямка и меньше шансов поднять монету. Победа присуждается тому, кто поднял наибольшее количество монет за наименьшее число попыток и быстрее прошел дистанцию. Ребята, разберем сложно подчиненные предложения. Этот вид национальных игр является разновидностью джигитовки, в которой всадник на скаку должен поднимать с земли мелкие предметы, обычно монеты. Это сложно подчиненное предложение с придаточным определительным. По условиям игры на дистанции 100 метров по прямой раскладывают монеты в ямку, глубина которой зависит от ценности приза. Это сложно подчиненное предложение с придаточным определительным. Чем ценнее приз, тем глубже ямка и меньше шансов поднять монету. Это сложно подчиненное предложение с придаточным обстоятельственным со значением сравнения. Победа присуждается тому, кто поднял наибольшее количество монет за наименьшее число попыток и быстрее прошел дистанцию. Это сложно подчиненное предложение с придаточным изъяснительным. Ребята, наш урок подошел к концу. Сегодня мы разобрали сложно подчиненные предложения. Домашним заданием вам будет составить сложно подчиненные предложения на тему «Моя любимая игра». Спасибо за внимание. До новых встреч!